Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сайте клевая-рыбалка.рф. На сайте сейчас представлены несколько производителей. Также на сайте вы можете посмотреть раздел «Туризм», в котором собраны наши туристические компании Якутии и Дальнего Востока. Так, ребята пришли, сейчас мы раскочегарим турбопечку. Вот она нас всегда выручает. Самая вот то турбопечка. Да, самая выручалка. Вот. Самая выручалка. И получается, что сейчас мы поджарим потрошки наши. Сейчас я разделал рыбу. Извлекли потрошки. Здесь получается 4 сига, 2 линка, 2 щуки. Вот. Столько получилось потрошков деликатесных. Сейчас их поджарим. Еще там головы рыб, их на уху. Вот. Вот этой вот конструкцией пользуюсь много лет уже. Такая штука вот. Здесь вот крутится вентилятор. Нужно всего 2 батарейки. Вот. Самая то. Да, сюда вставляем, и она начинает нагнетать воздух. За счет этого дрова горят. Газа не нужно, экономия огромная. Вот, сейчас они на сайте, ребята, доработали по шахонке печки, вот эти турбопечки. Это называется турбопечка PS 1500. На сайте Клевая Рыбалка, друзья, есть такая печка. Обязательно заходите, смотрите. Если кому понравилось, берите. Выправляем где? Так, Дмитрич здесь начинает кидать спиннинг. Дмитрич, ну что, как тебе это? Сетка как? Сетка не помогает. Не помогает, оказывается, да? Надо прописать его. А, только тогда, да? Угу. Прописка кончилась. 2 года. Как вообще вот? Ну, вообще Рыбалка хорошо. сегодня как у тебя? Что поймал? Что поймал сегодня? 2 штуки поймал. Ага. Рады. Да. Да, да. Рыбалка как сегодня прошла? Нормально, нет? Нормально. Нормально. Ну. Все тогда, да? На этом сегодня закругляемся, да? Да, точно. На мышь, да, сейчас вот пробовал. Да, потому что мы вскрыли линка, получается, там находится мышь. Поэтому решили ловить мышь. Вот. Ага. Так, сегодня у нас обед. Это уже обед или полдник или ужин? Щука. Потрошки немножко. И сейчас чай кипятим. Природа у нас сегодня вот такая вот погода. Немного ветер, да, погода? Нет ветра. Это не ветер. Ветер, не ветер. Да и комары тоже что-то маловато комаров, да? Не очень много. Ну,
Там плечом, конечно, не вырастает. Вот что плечо плохо. Но все равно Он нельзя. поели немножко едим. Ну, штатив такой самодельный. Крови попили. Ну вот, мы с Василием, друзья, уезжаем. Ребята остаются рыбачить. Поэтому пожелаем им удачи. А мы выдвигаемся в поиске новых приключений, как говорится. Зашли на базу. Такая вот база. Если кто помнит сюжеты мои старые, смотрит внимательно. Мы здесь частенько рыбачим. Вот. И также и сейчас вот остановились, чтобы здесь маленько чего-нибудь покидать. А так, кидать будем спиннинг здесь, на устье. Поднялся я просто проверить, все ли в порядке. Так, друзья, есть у меня для вас что-то необычное. Сегодня у меня будет вот такая вот представлена блесна. Это необычная блесна, это зуб, кость, ну, бивень мамонта, можно так сказать. Вот, из бивня изготовлена вот такая вот блесна. Она застабилена, поэтому полностью, можно сказать, форма и этого блесны. Вот. В основном вот так, сейчас будем в этой рыбалке я буду разлавливать эту блесну, друзья. Блесна имеется у меня на сайте клёвая-рыбалка.рф, если кому интересно. Вот. И вы можете ее пройти и заказать. Также есть другие изделия фирмы Мамонт Хаус. Это дом мамонта. Такая вот компания якутская. И переходите, можете посмотреть. Вот, теперь по рыбалке. Значит, имеется у нас вот такой вот ручей, посмотрите. Ручей вытекает из озера. Вот. И, собственно, на устье этого ручья, вот здесь вот, мы сейчас попробуем испытать нашу блесну. Каро. Балык он нюр. Молоко на молоко, конечно. Но рыба тут есть.
Бұтаққай тоғыра балық бар. Мелочевка. А так рыер 9. Ага. Отыр. А? Так, в общем, на том ручье рыбы нету, вода грязная. Поэтому сейчас я буду кидать на течении, на сильном течении. Попробуем что-нибудь с тяжелых блесен. Так сказать, вечерняя рыбалка. Выехали мы вот в такое место. Посмотрите, здесь вот впадает с озера такой ручей. Ну, солнце у нас близится к закату. Рыба какая-то мелочевка походу играет. Сейчас мы это проверим, есть тут рыба или нет. Сегодняшний объект нашей ловли в основном окунь, щука. Да вон андатер плавает. Есть. Поклевка есть. Кого-то тащим. Горбач огромный. Че, Чолбан, не понравился тебе, да, он? Не понравился тебе, да, он? Подожди, Чолбан, отойди. Сейчас мы его вдвоем одолеем. Иди, мучай. Ну что, друзья, первый есть рыбка. Окунь неплохой. Такой вот. Чолбон его уже начал тут приговаривать. Не нравится мне, говорит, этот гусь. Ну, как вы видите, вполне себе так рабочая блюсинка. То есть рыба есть. Да этот мелкий Чолбан, дай отпустим.
Ну, как вы видите, вполне сеток. Рабочая блюсинка. То есть рыба есть. Да этот мелкий чулбан, дай отпустим. Ну, то есть, друзья, как вы можете видеть, бивень мамонта, то есть блесна из бивня мамонта работает. Вот. Ну, по граммовке точно не могу вес сказать. Довольно так, не тяжелая блесна. Ага. Тычки есть. Есть. А?
Ну что, вот такая щука попалась тоже неплохая. Чалбон уже на нее тут нападает. Смотри, в рот не засунь. Что там, щука, да? Muhammed, karan da. Birebin de. Ах. Атанра хордонгу ханнагынны. Ben de kildim. Kararı geldi. Пацачыгынан ылы этти. Bunu pasaçıkın bile tutup geldi fıttı. Hadi o хуй кутук. Ne bu kokunu. Bunu kalan. Ay. Здоровая, да? Большая, да? Evet. Ну вот и Василий поймал большую. Вот. Вот и Василий поймал не маленькую. На, Авропа. Haydi kirli. Yeni dumlu yok hayır. Ені наоборот неудобно. Наоборот, ені удобно. Göremiyorum ki. Чалбону не нравятся эти. Ох, они мне не нравятся, скажи, Чалбон. Так, друзья, ну вот, чисто гипотетически. Такая блесна, она рабочая, вот, видите. Побывала в зубах уже у щуки. Вот. Но, тем не менее, состояние у блесны хорошее. Побывала она во рту у щуки. Но, как видите, особых повреждений нет. Сейчас еще прокидаем. Ага. Вона. Сейчас, погоди. Погоди. На. Видно, қандар кестен кебеспес.
Бар. Дай сюда. Ауна. Кося. Сейчас поплавала. Эти штука, она ну будет, да. Девять отдашь. Очень дальше. Она сюда кинем, да. Вот вчера здесь переночевали в такой атмосфере, так сказать. Вот. Сегодня небольшой ветерок с утра. Сейчас покидаем здесь и, собственно, дальше двинем, потому что у нас, как вы знаете, сейчас путь домой. Путь тоже также не близкий, поэтому мы стараемся максимально быстро ездить, максимально быстро тут рыбачить и так далее. А сейчас в таком месте попробуем покидать. Если рыба будет, то сразу я буду ее засолю и поедем дальше. Итак, дорогие друзья, мы с Василием приехали в такое место. Вот это вот место, где жила долгое время одна отшельница в одиночестве, прожила всю свою жизнь, и даже поговаривают, что у нее появились какие-то ну, такой дар, что она начала наподобие шаманки, вот что-то такое вот. Это целительницы, и в общем у нее вот такие появились склонности. Вообще история этой Аграфены, вот ее так звали, ну мне по крайней мере никогда, ну нигде не попадалась, вот, потому что она, получается, плыла с казаками в 1630, ну, наверное, втором году, во время основания села Зимовья-Жиганского, и как-то вот оттуда, с этого ихнего, как в то время назывались-то, вот баркас-то, я не знаю, как баркас, не баркас, вот оттуда выпрыгнула, говорят, и поселилась вот именно в этом месте. И с тех пор это место как бы опоясывает такая вот, ну, легенда, что вот место такое довольно, так скажем, мистическое. Здесь вот кто-то там что-то видит, слышит, какие-то случаи происходят, и вообще как бы преподносят дар. Вот люди, когда проплывают жиганские, частенько мимо этого места бросают монетку для Аграфены, либо еще что-то там. Ну, у меня в данном случае есть только вот такой вот напиток, и сейчас я, собственно, вот там вот налью, чтобы дух Аграфены тоже к нам был снисходителен, и с нами, как говорится, это ничего не случилось, мы доехали нормально. Мы сейчас маленько покидаем здесь, вдоль берега походим, ну, я с Василием порыбачим, вот. Если что-нибудь попадется, обязательно покажем, если ничего нет, то поедем дальше. А вообще у нас такая программа, что мы будем ехать и рыбачить, да? Да. С утра мы ничего не поймали, вчера вечером вот то, что поймали, вы видели.
переночевали утром, вот сколько мы, в 10 часов поехали в Жиганск. Приехали в Жиганск, заправились, пообедали. И после обеда вот выехали в сторону Якутска. Сколько мы выехали? 2 часа, да? Да, 2:20. В 2:20 мы выехали из Жиганска. Сейчас время 17:02. 17:02. Мы доехали почти до села Баханой. Вот здесь вот за этой горой немножко вот так вот чуть-чуть проедем, и село Баханой будет Жиганского района. Скорость у нас средняя, получается, крейсерская, ну 30 километров где-то. 29, 30, даже 35 стало, вот, ускорилось. У нас 205 литров горючки было, сейчас 25-ка сгорела. Я переключил на 30-литровый бак. Так, по винту 13-й винт на Yamaha 30 не смог вытянуть, поэтому мы поставили 12-й, 12-й тоже не смог, но потом поставили 11-й, 11-й смог. Вот. Ну все, вот такое место. Вот Челбон уже бегает здесь, в общем, вовсю. Итак, друзья, вчера вечером приехали в такое место, переночевали. Василий вечером рыбачил, пока я готовил еду. Поймал, по-моему, 2 язя, 1 окуня. Чуть попозже я их покажу. Переночевали хорошо. Сегодня в нашем направлении должен быть ветер, поэтому будем ехать аккуратно, чтобы не попасть на волну. Возможно, будем где-то рыбачить, останавливаться. Вот. Хотел здесь покидать, но Василий говорит, не будет клевать. Поэтому завтра, то есть по пути посмотрим более хорошее место. Сейчас вот кочегарим печку. Итак, дорогие друзья, подъехали вот к такому местечку с Василием. Наши приключения продолжаются. Он забросил первый, сделал первый заброс. И мне, как всегда, поздно. Пока приготовлюсь, пока все. Ну, вообще, как бы мы остановились на обед. Здесь вот такая речка.
небольшая. Есть поклевочка. А ну-ка стоять. Стоять, бояться. Ну, это мелковат. Все, уплыл. Чалбон у нас впервые видит рыбу. Да, Чалбан? Кто-то есть. Маленький окушечек. Совсем маленький. Что, по зубам он тебе? Что делать собрался? А? Что делать собрался? Чалбан. Куда потащил? Пошел прятать. Ну все, друзья, пошел прятать, как всегда. Ну вот, дорогие друзья, вот и закончилось наше с Василием путешествие. Кстати, вот он приехал. Сейчас будет спускать телегу, будем загружать лодку. Сейчас час ночи. Мы приехали в пункт отправления в село Тюбяцы. Вот. Получилось по горючке с Сангар до Сюдова у меня ушло 75 сгорело. И получается до Сангаров я сжег 150 из Жиганска до Сангаров. 150 литров. Вот. Пока ехали, было очень много мусора на реке. Вода очень прибыла. Когда мы съезжали там внизу. А когда мы приехали, заехали прямо под самим поселком. Воды очень много, поэтому рыбы мало. Все, что получилось у нас поймать, мы привезли. Получилось вот такой бочонок. Неполный, как бы там вот засоленная рыба. Вот. Ну вот, в принципе, вот такая вот прошла рыбалка, друзья. Поэтому пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Напоминаю, что у меня есть розыгрыш поездки в Якутию на рыбалку. Поэтому, друзья, переходите на сайт Клевая Рыбалка. Кто хочет принять участие, смотрите. Все подробности там будут. Ну все, друзья, на этом я прощаюсь. Сейчас возьму короткое интервью у Василия, что он думает по этому поводу. Ну, съездили мы нормально. Так. Далековато, оказывается. Я сам не знал, Ага. что так долго можно ехать. Ага. Первый раз. Ага. Ну, все нормально вроде, все обошлось. Мотор не подвел, Мгм. нормально все. Ага. И Вячеслав тоже вообще все знает. Вообще профессионал, оказывается, большой. Так что всем спасибо. Тебе спасибо. Все. В следующий раз. Увидимся в следующий раз, друзья. Поэтому прожимайте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Вон там рыба играет вовсю. Вот. Ну а мы с вами пока прощаемся. До новых встреч.